Командный пункт Единого координационного центра продолжает вести работу по получению и доставке грузов из Якутии, отправленные оперативным штабом, фондом «Якутия с тобой» и неравнодушными жителями республики. Груз распределяется в военные части Восточного военного округа для дополнительного оснащения мобилизованных граждан из Якутии. А также часть груза будет отправлена военнослужащим на линию соприкосновения в зоне специальной военной операции. Работаем вдвоем. Это вот город Владивосток, Уссурийск, также вот Хабаровск. Ребят стараемся обеспечить всем необходимым. Каждый день приходят грузы с города Якутска, например, фонд «Якутия с тобой», фонд помощи Донбасса, служба спасения. Все неравнодушные, пытаемся сейчас в этот нелегкий час помочь нашим ребятам, чтобы они не чувствовали себя одинокими, чтобы им было комфортно. И победа будет за нами. Зимняя экипировка очень практичная, теплая и водонепроницаемая. Сами ребята остались довольны обмундированием и передали слова благодарности и большой привет своим родным. Пользуясь таким случаем, передаю огромный привет своим родным и близким, родителям, жене и детям. Также хочу поблагодарить руководство Республики Саха-Якутия за оказанную помощь добровольцам, которые сейчас проходят военную службу по призыву, по мобилизации. Мы очень благодарны штабу, также добровольческому, кто участвует во Владивостоке, принимает участие в Владивостоке. Большое огромное спасибо за оказанное содействие, помощь и оказание, помощи во всех вопросах военнослужащих. Большое спасибо. Сегодня вот мы получили полный комплект одежд. Республика Саха-Якутия нам помогает. Им спасибо большое. И хочу передать всем Республике Саха-Якутия привет. У нас настрой боевой. И вернемся, увидимся. Все, благодарен. В оперативном режиме доставка экипировки и обмундирования для наших мобилизованных организована на постоянной основе. Как неоднократно заявлял глава Якутии Айсен Николаев, обеспечение наших ребят всем необходимым является приоритетом республики. Лидия Гасанбалаева, Владивосток.